Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, разрешите начать и предоставить слово Алексею Алексеевичу. Дорогие друзья, рад вас всех видеть. Всегда с удовольствием приезжаю в нашу дружную, такую стабильную группу для того, чтобы пообщаться. Когда есть время, бросаю все. Вот сегодня не мог не приехать. Почему? Потому что чрезвычайно важный вопрос повестки дня. Я, наверное, могу с полной уверенностью сказать, что из всех собравшихся я единственный, кто был реально в предвыборном штабе Владимира Владимировича Путина, когда он избирался президентом в 2000 году. Поднимите руку, кто еще был. Вот. Я был в управлении делами, и один из первых имею на память фотографию с его первой подписью «Президент Алексея Бубела». Поэтому так вот распорядилась судьба. В 2004 году, будучи руководителем управления кадров Государственного комитета по рыболовству, был ответственным секретарем. Единственное подразделение в Российской Федерации, кто дали первое место. Почему? Потому что, когда я пришел отчитываться в ЦИК, мне сказали, что не может быть 100%. Я говорю, вот моя телеграмма, всем убыть в море. Все убыли в море, все 100% проголосовали. Мне говорят, нет, нельзя. Говорят, кто-то там заболел, кто-то опоздал. Я говорю, у нас среди моряков такого не бывает. Я говорю, меньше 98 я не могу. Поэтому в 4 утра озвучил цифру 98 за Владимира Владимировича. Были еще и промежуточные участия в выборах. Одно из достижений моих личных, будучи главой администрации Гороховецкого района, одно из муниципальных образований у меня дало 91%. Желтая пресса писала, у Бубела у него как у Рамзана Кадырова. Но я вам хочу сказать, что если вы не пошли к людям, если вы не сказали все те слова, которые нужны сказать в поддержку нашего президента, результат не будет. Поэтому с 2000 года голосовал за президента, и сейчас буду голосовать за президента. И не только потому, что он верховный главнокомандующий. Не так давно вместе с ним 22 июня возлагали цветы у могилы неизвестного солдата. Я вам хочу сказать, что есть вот я только что показал, есть киносъемка, где он мне жмет руку, так получилось персонально. Я вам хочу сказать, настолько крепкое рукопожатие, поэтому руль, хочу вам сказать, находится в надежных руках, и мы обязаны сделать все для того, чтобы Владимир Владимирович победил. Нам надо, может быть, даже вот от нашей, так сказать, организации, создали предвыборный штаб Владимира Владимировича, обратиться туда и сказать, что наша поддержка всемирная и всесторонняя. Да, резолюцию сделано, и все те, кто где мы можем, мы обязаны взять своих родственников, своих знакомых, повести за собой и лично убедить. Сомневающихся не должно быть. Слишком непростая ситуация сегодня в мире. Поэтому есть те, кто поддерживает не только Россию, и лично Владимира Владимировича. И поездка в Арабские Эмираты показала, что это достойный лидер, которого принимают на самом высоком уровне, с самыми высокими почестями. И даже американские самолеты F-16, тем не менее, с триколор высвечивают над Арабскими Эмиратами, но российский триколор. Поэтому это еще более приятно. Поэтому всем еще раз говорю, что давайте все поддержим. Я уверен, что мы здесь все единомышленники. У нас не может быть ни за, ни против. Мы только все в поддержку нашего президента Владимира Владимировича Путина. Поэтому еще раз всех рад видеть. И всем нам удачи с 15 по 17 марта 2024 года. Все на выборы. Так как я из Питера, сам из Ленинграда, да, и мы практически с ним с одного района, да. У нас был район Смольнинский, да, а он был Дзержинского района. И мы как бы параллельно, не то что с ним, он ходил в секцию борьбы, да, вы знаете, да, я ходил в теннис играл, да. И вот ленинградцы — это особая категория людей, которые любят свой город, которые любят своих близких людей, которые любят Россию, которые любят СССР. Поэтому здесь даже, я так думаю, что вы все, то, что было сказано, да, вы все, конечно, поддержите
кандидатуру нашего вождя, нашего главнокомандующего, потому что я считаю, что в настоящий момент очень обстановка сложная, да, и мы все должны объединиться для того, чтобы победить эту гидру и уничтожить ее. Поэтому я вас всех призываю, голосуйте за Владимира Владимировича Путина, как ленинградец, как генерал, как представитель спецслужб. Что хочу сказать. Саратов за Путина, Саратов за Верховного Главнокомандующего. То есть я думаю, что не 98%, но 89% как минимум, а может еще 100, 100 нельзя, да? Статистическая погрешность. Да. 89 точно будет, как минимум от Саратова. Полностью поддерживаем, потому что наш президент выдвинул свою кандидатуру. Другой альтернативы мы не видим, как от лица волонтеров движения «Вместе по зову сердца» мы постоянно, регулярно отправляем конвои, гуманитарные грузы в зону СВО. Поэтому, я думаю, другой нам президент не нужен. Полностью будем поддерживать его. То, что мы делаем в направлении взаимодействия всех ветеранских организаций, консолидации ветеранского движения, связи ветеранов и молодежи, наставничества, массового спорта, патриотического воспитания. Вот думаю, что и все наши организации, у нас их десятки, если не сотни, ветеранские организации, это самые наши ведущие организации страны, и федерации, которые занимаются здоровьем нации. Вот это вот самое главное будет наш вклад, я думаю, в ту победу, которую, мы уверен, будет одержана Владимиром Владимировичем Путиным. Это очень важно для нашего народа. Знаете, вот я на различных этапах видел Владимира Владимировича Путина, начиная с 1999 года, когда я тогда служил в МВД России, но перед этим прошел достаточно большую службу в вооруженных силах, начиная от Суворовства, Свердловского военного училища, через военное училище, через академию, дослужился до замкомандира полка, а впоследствии стал куратором спецподразделений МВД России. И вот с ними вместе уже вошли во Вторую войну. То есть какой был яркий ход его, это пролет на боевом истребителе в Моздок. То есть сразу же все морально поднялись, увидели, как наш будущий президент, которому он передал в то время премьер-министр, которому передал Борис Николаевич Ельцин бразды правления, может правильно поступить. Второй ход для МВД – это впервые в истории штандарт министру внутренних дел Рушайло был вручен. Я лично готовил все это мероприятие, там прибивка, освещение, вручение, написание речей и так далее. И это можно продолжать. Так? То есть было видно, как человек, будучи на высокой должности, растет. И сейчас он вырос до именно той высоты, которая соответствует нашей огромной России. Национальный лидер. Я думаю, что никаких других сомнений быть не может. В ближайшем окружении никакого лидера похожего нету. А Владимир Владимирович именно занял то место, которое требуется руководителю нашей страны. Поэтому всяческая поддержка со стороны меня, моих друзей, моего окружения. Будет день Главного управления собственной безопасности, всех ребят туда, буду завлекать. Будет 80 лет Свердловскому Суворовскому военному училищу, это буквально 18-19, все окружение буду туда завлекать. Поэтому все, что зависит от меня, я все сделаю для поддержки нашего президента и главнокомандующего. Сейчас многие товарищи говорили о знакомстве с Владимиром Владимировичем. Я с ним познакомился, наверное, раньше всех. Это было год 1987. Группа войск Германии. Только он работал на своем посту, а я работал в ТЭЧ-полка в городе Фолькенберге. Кетч. Да. Знаете, что такое кетч, да? ТЭЧ, технико-эксплуатационная часть, МиГ-29, МиГ-23 и так далее. Мы часто ездили в Дрезден, где он служил. И у меня такое чувство, что с ним где-то в каком-то гаштете встречался. Да. У него же такая работа была. Вы сами знаете, это не просто так сидеть и
Он ходил, смотрел, все это анализировал. Вот. И с той поры, конечно, я не так, что слежу за ним, вот, а смотрю, как он развивается. Вот вначале, когда он стал президентом, может, вы все помните, что он особенно не выступал. Он очень мало говорил. Он, наверное, впитывал все это. И потом уже выходил с вполне оправданными решениями, которые мы вот сейчас видим. Вот. С другой стороны, я вот на МИГе работал тоже 10 лет. Вот. Он приезжал к нам в 2015 году на МИГ. И я вот, как с вами, сидел рядом с ним. Он, Иванов и другие вот, лидеры. И вот тогда уже было видно, что это человек непростой, а человек, ну, как вы сказали, государственник и лидер. Вот. И тогда я понял, что, конечно, много у нас хороших людей, много тех, кому можно было доверить государство. Но в настоящее время, мне кажется, что альтернативы ему нету. Ну, вот. Поэтому я буду голосовать за Владимира Владимировича Путина. Спасибо за внимание. Я думаю, что только он справится с этим. Потому что столько начатых дел в стране, и все в каждом деле его вот присутствует его начало, я думаю, что только он это должен сделать. Мое это глубокое убеждение. Один за всех, все за одного, поэтому голосуем. Значительные успехи в экономике и на полях СВО все-таки позволяют нам уверенно судить о том, что выбранный курс руководителем нашей страны является правильным, и поэтому на будущих выборах выбор очевиден. Я думаю, что нам нужно всем поддержать наших лидеров. Уже президентом 2000 год идет Кубок Кремля. Кафельников выигрывает Кубок Кремля. Валентин Юмашев, журналист, зять Бориса Николаевича, звонит по телефону и говорит: Володь, срочно сюда, сейчас надо вручить Кубок Кафельникову, он выигрывает первое место. Приезжает Володя через 20 минут, значит, рубашка на 3 пуговичках, один воротник вот так поднят, второй опущен, такой невзрачный там, и вручает Кубок Кафельникову. Это один эпизод. Второй эпизод Коржаков пишет в своей книге «Бесы 2», а короли не настоящие. Значит, приглашает Собчак Коржакова на встречу. Коржаков приезжает, он его встречает как второго человека в государстве. Говорит, Ельцин, когда уходит в отпуск, он оставляет тебя на хозяйстве. Говорит, поэтому ты второй человек. Путин сидит в кресле около двери. Они вдвоем, они его приглашают, он отказывается. Путин сидит, значит, они беседуют. И Путин, то, что написано у Коржакова, значит, вовремя нажимает кнопку, входит, значит, когда кончается чего-то, входит, значит, официантка и приносит дополнительно что-то. Вот была его тогда. Это второй эпизод. Третий эпизод. Выборы президента. Ведь представляете, сколько было кандидатур? Немцов, Алмазов, Степашин в то время, премьер-министр и так далее, и так далее. Но почему-то прошел Путин. Я не знаю почему, честно. Не могу. Кто был? То ли Чубайс, то ли, значит, Березовский, то ли еще кто-то. Но кто-то сумел так вот представить, так доложить, что Путин оказался президентом. И что произошло? Ведь вот за это время человек вырос настолько, ведь если Ельцин спился за это время, то он вырос, просто вырос, вы понимаете? Он не умел кататься на коньках. Когда он начинал играть в хоккей, он держался за бортик, отталкивался, клюшкой себя страховал, чтобы не упасть, подъезжал к воротам и ждал, когда ему дадут шайбу. Вот так он начинал играть в хоккей. Сейчас он забивает шайбы. Он катается прекрасно, понимаете? Он опускался в скафандре. Там, вы начали с того, что он там поднимался и так далее, и так далее. То есть научился играть на фортепиано, значит, выучил английский язык. Я не знаю, был ли у него до этого. Немецкий это точно был, потому что он работал в Германии. Вы понимаете? И вот сейчас, если в 2000 году там были альтернативы, то сейчас, я думаю, что просто нет такого человека, который мог бы его заменить на этом посту, потому что иначе... Ответственно, ну само собой, как пост не бывает другим. Вот. Поэтому я думаю, что альтернативы нет, поэтому единогласно
одним словом. Спасибо. Всем здравствуйте, Павел зовут, взаимодействием с Максом. Хотелось бы присоединиться к словам вышестоящих офицеров, генералитет наш, почетных ветеранов, уважаемых лиц. Ну, как вот мы, молодежь, стараемся, я думаю, вести, ну, как данному курсу содействует, как чтобы тоже направление было, но Владимиру Владимировичу альтернативы нет, вот поддержим, чем сможем, также по военно-патриотическому состоянию с молодежью занимаемся. Я думаю, что вот наш лидер, как отец нации, так что перейдем. Благодарю за внимание. Я представляю Республику Таджикистан, ну, герой Дагестана, национальный. Значит, Путин со мной одногодники. Я сделал программу, чтобы люди жили не менее 100 лет. Вот у вас был здесь, я где-то в марте месяце, там сделали уже рекламу, что все секреты до 150 лет доктор Тахири знает. Значит, вот с этого места. Поэтому, значит, мы 100% поддерживаем. И более 2 миллиона таджиков живут здесь. Вот я, например, сейчас сказали, руки поджали. От возраста мало зависит. Есть люди 30 лет, вот трахли ходят. Есть 80-90, как молодой человек ходит. Поэтому я написал книгу «Научись сохранить здоровье». Вот весна, лето, осень, зима. Я вас всех буду учить в дальнейшем. Потому что я в медицине работаю 50 лет, более 2000 трупов вскрывал. Я потомок медицины, автор 50 книг. И пожелаем Путину, чтобы он жил до 100 лет был президентом, как Сталин. Мы шлись вокруг него и его поддерживали. Спасибо. Всем желаю здоровья, мирного неба, свежего хлеба, родниковой воды, никакой беды и до 100 лет жить. Я многодетная мама, в 80-х годах родила 3 детей. Аллаха шикар, все они успешные. Сейчас как раз находятся в трудоспособном возрасте. И мне очень приятно, что наши дети имеют возможность гордиться своим президентом. Вот недавно Владимир Владимирович обратился к Федеральному собранию, чтобы матерей Донбасса приравняли к российским женщинам и выдали им также материнский капитал, если они родили детей с 2007 года. Я приветствую такие шаги, повышающие авторитет женщин в нашем обществе. И в том числе, значит, написала на горячую линию президенту, что, наверное, пора бы и нас за наш героический труд. Мы работали почти без декретных отпусков. Тоже, значит, выдать нам материнский капитал, так же, как украинским женщинам, поскольку, значит, труд во все времена должен быть по достоинству оценен, тем более женский материнский труд. Мне очень приятно, что наш президент, значит, устраивает такие обширные мероприятия, когда можно высказать свое мнение, когда можно подать предложение. Наши предложения, значит, не только в области труда, но и национальных отношений. Я отправила около 10 предложений, и сегодня я как раз хотела сказать, что, значит, нужно этим правом пользоваться и подавать, значит, те вопросы, которые действительно важны для всех членов нашего общества. В целом, очень приятно, что в нашей стране есть человек, который может по достоинству представлять нашу страну не только внутри, значит, нашего общества, но и на мировой арене. Спасибо ему за это, и давайте пожелаем ему здоровья и долгих лет. Я хотела добавить, ведь сегодня у нас тема, мы поддерживаем все нашего президента, да. Я еще давно по телевизору видела, ну, как он везде объезжает, как наш уважаемый Рустам Фаизович. Все там, то детей, то подростков, то еще школы, там все такое. И везде его просят поддержать. Мы из-за него, многих ему лета, здоровья. Конечно же, мы сделаем сегодня резолюцию, мы напишем статью, вы все ее увидите. Но самое главное, вот это вот все наши мероприятия, у нас в основном организация, она молодежная. Вот у нас, значит, координатор штаба «Татар Москвы» Гульнара вот занимается, Юролина, она занимается молодежью. И поэтому, значит, вот это все как пример молодежи. Мы являемся маятником, мы являемся как ледоколом вот в этой всей программе, политики, вот в движении Владимира Владимировича. Кстати, вот мы одни из первых еще
1,5 месяца или месяц назад. У нас совет Аксакалов, мы и не собирались. Там у нас председатель Мунайр Закич, 90 лет, у нас в совете Аксакалов 20 человек, кому за 85 лет. Вот. И они вот тоже, давайте напишем письмо, давайте напишем письмо. Ну раз давайте, так давайте, да, вот. И они отправили письмо в Кремль Владимиру Владимировичу и с просьбой, значит, обязательно остаться на 2-й срок. Так что мы одни из первых. Действительно так, значит, мы занимаемся патриотическим воспитанием молодежи, что самое важное, мы занимаемся, вот проводим такую политику. Сейчас же вы прекрасно понимаете, что какая идет сейчас западная пропаганда, да, какая идет борьба за умы молодежи, так ведь? Какую ерунду городят в этом, значит, интернете. И вот то, что у нас были планы в прошлом году. И вот когда началась операция, 24 февраля, по-моему, да, у нас планы все поменялись, мы начали постоянно собираться. У нас здесь постоянно вот по этой СВО мы собираемся, там кто сетки делает, кто протезы делает, кто в больницу отправляет, кто там. И вот в таком формате мы каждый месяц собираемся, тоже можете принять участие. Эти встречи очень полезны. Бывает очень большую помощь, реальную помощь оказывается мы значит, СВО с своей стороны. Потом, значит, хочется сказать, что получается вот этот, как нас назвали, штаб в штабе. У нас сейчас по СВО здесь свой штаб. И по доставке, вот, значит, и по сбору, да, и по логистике, и по лекарствам, по всем, штаб в штабе. И вот последняя наша инициатива, значит, вот выходит, ну, случайно как-то, да, мы постараемся ограждать нашу молодежь, мы объясняем, что не надо подписываться на эти сайты, что все остается в памяти потом, так ведь не надо лайкать, не надо друг другу рассылку делать, все это. И, значит, и вот мы сейчас, у нас 4 YouTube-канала, у нас 55 тысяч подписчиков, у нас больше 3000 роликов, у нас 35 чисто роликов по СВО патриотического направления. И вот сейчас мы создаем новый канал YouTube, который, вот, например, мы увидели вранье это, да, и на канале YouTube мы с профессионалами будем это разоблачать. Вот тот там выступил, и мы объясняем, что на этом канале это нереально, это не может быть там и все такое прочее. Вот последний, значит, на той неделе появилось 10 фильмов, что у Путина двойники, у Путина кто-то. Вот мы пригласили сюда брата Филиппа Киркорова, знаете, да, Александра Матвеева, артиста известного, пригласили сюда психолога, режиссера, профессионала, и вот они четко и ясно объяснили, что у Путина двойников нет и быть не может. Ну вот посмотрите фильм, сразу это ясно. Поэтому, значит, хорошего всем вечера, хорошего настроения, хорошего новогоднего настроения, да, чтобы был мир у нас в семьях, здоровья хорошего и мирное небо. Я думаю, что все это решится на правильном мы пути. Вот у нас приглашали мы несколько раз люди, прямо с передовой сюда приезжали, даже не заезжая домой. И они, конечно, есть трудности, да, сложности, не так просто, но у всех настрой боевой, все уверенности такая в правильности линии нашего руководства, поэтому ни у кого сомнений нет, поэтому так что вот их послушаешь, у нас такое вот получается, да, очередной раз такая уверенность появляется. Поэтому давайте хорошего вечера еще раз.